В Уфу на родину приехал трехлетний полиглот Максим Мухин. Мальчик живет с родителями в Китае. Малыш прославился после того, как принял участие в шоу на одном из федеральных телеканалов, продемонстрировав знание 6 языков. С вундеркиндом и его мамой пообщалась Анастасия Ильчибаева. Трехлетний малыш европейской внешности, свободно говорящий на китайском, в центре Уфы выглядит довольно непривычно. Но куда больше удивляешься, когда слышишь, как мальчик так же легко переходит на французский, испанский, английский, башкирский. Максим – полиглот. В его арсенале вместе с родным русским 6 языков. Китайский – это относительно новый для Максима язык, который мальчик начал изучать уже после того, как с родителями переехал в Шанхай. А вот русский, башкирский, английский сопровождают его с рождения. К двум мы поняли, что они развиваются одновременно, когда у него начали появляться первые слова. Он мог один предмет назвать на 3 языках. И тут у нас появилась идея переехать в Китай. Мы бросили все и поехали в Китай работать и при этом давать язык нашему сыну. Китайского Рейса с мужем не знали, но решили не вести сына к преподавателю, а просто наняли няню. И уже через 4 месяца после переезда в Шанхай мальчик заговорил наравне с китайскими сверстниками. Это своего рода методика – не учить ребенка насильно, а погружать в обстановку языка через игру или общение. Мнений о том, стоит ли так рано ребенку изучать иностранные языки, Рейса слышала много. Кто-то давал советы, что лучший возраст для этого 12 лет, а кто-то, наоборот, поддерживал их выбор. Сама девушка считает, что языки не просто дали знания ее сыну, но и помогают быть разносторонне развитым. Постоянно ходит, о чем-то думает, он может в любой момент запеть стихи. Если он увидит даже палочку, да, он может эту палочку ассоциировать со своей сказкой. Там есть на английском сказка «Stickman». «Мам, it's a stickman». «Мам, это палочка, человек, палочка». У него дом на дереве. То есть у него фантазия очень богатая, потому что у него знаний много, информации много. Но это ни в коем случае не перегружает мальчика, говорит Рейса. Он такой же 3-летний малыш, как и его сверстники, с теми же интересами, разве что говорить о них он может на 6 языках. Все. Анастасия Ильчибаева, Станислав Птица. Новости Уфа. В одном ритме, в едином порыве. Сегодня в Уфе артисты балета государственного ансамбля имени Файзи Гаскарова станцевали со своими поклонниками. Исполнили визитную карточку коллектива «Танец Гульназира». О том, как это было, Азат Самирханов. Переменный шаг, дробушки и щелчки пальцами – знаменитые элементы башкирских танцев. И вряд ли лучше артистов ансамбля имени Гаскарова их кто-нибудь может исполнить. Но ведь попробовать можно? Присоединиться к гаскаровцам, чтобы исполнить танец Гульназира, пришли десятки людей. Наверняка, если погода была лучше, их было больше, но мы видим, что зрителей здесь тоже немало наверняка, и они тоже присоединятся к ансамблю Гаскарова. Флешмоб анонсировали в аккаунте коллектива в Инстаграм. Здесь же в течение месяца выкладывали практические уроки, чтобы любители смогли достойно выступить наравне с профессионалами. Это было нереальное ощущение. Я благодарна. Я смотрю их танцы и наблюдаю за ними. Хотела поступить хореографически, но не получилось. Вот учусь в БГМУ. В танце закружились и молодые почитатели таланта гаскаровцев, так и любители в возрасте. И, как отмечают профессионалы, уровень их подготовки был высок, если учесть, что времени для репетиций было немного. Быстренько вошли в коллектив наш и станцевали под музыку. 2 раза они один раз прошли под счет этот номер, а на 3-й раз уже под музыку. Это для людей, которые только начали танцевать, стать под музыку и исполнить правильное движение. Это не очень легко, я считаю, и для них большие молодцы. У гаскаровцев плотный график. Впереди выступления как на родной сцене, так и гастроли по России и за рубежом. Но время для танца с поклонниками виртуозы хореографического искусства все же нашли. И говорят, что в будущем непременно продолжат новую традицию и будут выступать совместно с любителями национальных танцев. Азат Самирханов, Булат Закирьянов и Роман Жигунов. Новости Уфа.